Здравствуйте, час дня, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 14 февраля, 1448 день аннексии Крыма. В студии Скандер Меметов. Ялтинское дело о так называемом терроризме. Через 2 часа в российском Ростове-на-Дону снова начнут судить 6 крымчан: Эмиру Синакуку, Муслима Алиева, Вадима Сюрука, Энвера Бекирова, Рифата Алимова и Арсена Джипарова. Прошлое заседание Северокавказского военного суда по этому делу в последний день января пришлось перенести. Время суда без предупреждения изменили, один из адвокатов просто не успел приехать. Подсудимых крымчан оккупанты обвиняют в участии в организации Хизбут-Тахрир, которую Кремль назвал террористической и запретил. Алиева, Куку, Бекирова и Сюрука российские силовики задержали после обыска в феврале 16-го. Позже, в апреле того же года, арестовали Алимова и Джипарова. А потом дела 6 задержанных крымчан объединили в одно, так называемое Ялтинское. Почти 2 года мужчин держали в СИЗО в Крыму, а в конце прошлого года их незаконно вывезли в Россию и теперь судят в Ростове-на-Дону. Как и во время прошлого заседания, адвокаты будут защищать их через видеоконференцию из Крыма. На сегодняшнем заседании планируется, что прокурор будет зачитывать обвинительное заключение. После этого суд спросит, насколько понятно это обвинительное заключение ребятам и признают ли они себя виновными или нет. После этого будут прокурором оглашаться характеризующие материалы. Мы сегодня, большинство адвокатов, будем находиться в Крымском военном окружном суде, где будем участвовать по видеоконференц-связи. Рекордно быстро рассмотрел оккупационный Верховный суд Крыма первые 5 апелляционных жалоб участников одиночных пикетов. Не более чем по полчаса тратит оккупационная Фемида, чтобы оставить в силе назначенные ранее штрафы. В общем, сегодня судьи должны выслушать 13 апелляционных жалоб по так называемым одиночным пикетам. 5 дел на сегодня так называемые судьи запланировали ранее, еще 8 перенесли со вчерашнего дня, потому что не успели рассмотреть накануне. Участники одиночных пикетов оспаривают штрафы, присужденные им судами первой инстанции. Рассмотрение апелляции началось 2 недели назад, и пока что ни одного из пикетчиков не оправдали. Лишь в 3 случаях оккупационные судьи уменьшили размер штрафа с 15 до 10 тысяч рублей. На одиночные пикеты крымчане вышли в октябре прошлого года в ответ на очередную волну репрессий. Такая форма протеста разрешена российским законом, но оккупационные силовики расценили акцию как хорошо организованный массовый митинг. Тогда одновременно по всему Крыму на протесты вышли более 100 человек. Общая сумма штрафов, назначенная так называемыми судами, достигла почти 1 000 000 рублей. Мы хотели понять, имеет ли какую-то роль для судей, для суда наша подготовленность или наша позиция. И наше подозрение на самом деле оказалось явью действительной. Для них нет никакой разницы. Неважно, сколько вы будете вести процесс. Полчаса, 2 часа, 3 часа или 5 минут. Их решение уже готово, оно распечатано. Единственная разница — это время, которое вы просидите в зале заседания, и фамилия, которую прочитает в конце. Не имеет значения, каким образом ты готовишься, какие ты доводы приводишь, суд их просто не слышит. Опять-таки, да, упираю на то, что процесс заангажирован с политической точки зрения, и надеяться на благой исход можно только от Аллаха. Джазакаллаху хайран. Это было мое личное желание, поэтому все обвинения, которые там и доказательства были, я их считаю необоснованными и не согласен с данным решением суда. Я как бы не жалею то, что я вышел, высказал свою точку зрения. На 5 марта перенес оккупационный суд в Бахчисарае дело Шевкета Разакова, 24-летнего крымчанина, которого оккупационные прокуроры обвиняют в публичном оскорблении сотрудника полиции. Сегодня так называемые судьи должны были заслушать свидетелей по этому делу, однако, как и в прошлый раз, они не явились на заседание, поэтому слушание снова перенесли. Шевкета Разакова обвиняют в оскорблении сотрудника полиции, будто бы в прошлом году, в апреле, во время обыска в домах крымских татар в Бахчисарае, он плюнул в снайпера Росгвардии. За это ему грозит 40-тысячный штраф или исправительные работы на год. А Разаков все отрицает, мол, в тот день приходил поддержать земляков, но людей в форме не оскорблял и тем более не плевался.
Еще не достроили, а уже планируют защищать. В Российской Госдуме зарегистрирован законопроект, который позволяет Росгвардии останавливать и даже эвакуировать судно из Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. Цель будто бы обеспечить безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста и газопровода. Если документ примут, военнослужащие Росгвардии смогут доставлять людей, попавших им на глаза неподалеку от моста, и которые будут казаться подозрительными, в райотделы полиции, а судно к соответствующим местам стоянки. В Феодосийском районе запасов воды осталось на 1,5 месяца. Об этом узнали местные журналисты на предприятии «Вода Крыма». Сейчас в Феодосийском водохранилище объем воды лишь немного превышает 1,5 миллиона кубометров. Это и есть весь резерв, и его уже начали экономить. После аннексии России и Крыма материковая Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров из Северо-Крымского канала. До оккупации вода из Днепра покрывала 85% потребностей Крыма в воде. Ни раскаяния, ни извинений. Россия не будет извиняться за развязанную в Украине войну и аннексию Крыма. Об этом накануне заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, по итогам переговоров с бельгийским коллегом Дидье Рейндерсом. Встреча дипломатов состоялась в Москве. Помимо прочего, на ней обсуждали санкции, введенные Евросоюзом против страны-агрессора. Впрочем, для Федерации они отнюдь не повод задуматься над своими действиями в Украине, после которых ограничения и были введены, заявил Лавров. Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто, на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышали. Мы сегодня говорили и, конечно же, про Украину, и про Крым. Нидерланды отменили визит главы своего МИД в Россию и уже проинформировали об этом официальную Москву. А все потому, что глава дипломатического ведомства подал в отставку. Халбе Зейлстра сделал это после того, как признался, что солгал о встрече с Путиным в 2006-м. Много лет теперь уже бывший глава МИД Нидерландов утверждал, что был на даче Путина и слышал, как глава Кремля говорил, что в составе России должны быть Беларусь, Украина, страны Балтии и Казахстан. Сейчас Халбе Зейлстра признал, что его лично на даче не было, однако утверждает, рассказ о планах Путина на Большую Россию вполне правдив. Об этом ему рассказал анонимный источник, но в целях безопасности он не будет его раскрывать. Я решил, окей, это важная геополитическая история, последствия серьезные. Поэтому я рассказывал ее от своего имени, чтобы не раскрывать личность человека, который был на встрече у Путина на даче, потому что это могло обернуться последствиями для него. Аннексия Крыма стала проблемой для России, поскольку мир не признает нынешний статус полуострова. Об этом в эфире прокремлевского телеканала сказал кандидат в президенты России Григорий Явлинский. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос, стоит ли России вернуть украденное. Решать это Явлинский посоветовал едва ли не всем миром. В чем у нас там проблема? У нас проблема в том, что никто в мире не признает статус Крыма. Значит, надо взять, собрать международную конференцию, выработать дорожную карту и решить эту проблему. Отдать. Ну что? Нет, я не знаю. Дорожную карту надо сделать. Все международное сообщество вместе с Россией и вместе с Украиной решит эту проблему. Россияне – нежеланные гости на Олимпиаде. После скандала с допингом и дисквалификации российских спортсменов из игр в южнокорейском Пхенчхане выгнали и нескольких российских болельщиков. Во время соревнований лыжников гости из Колымы попытались пронести на трибуны флаг с изображением Ленина. Однако им помешали охранники. В Южной Корее из-за напряженных отношений с КНДР коммунистическая символика запрещена, поэтому русских с красным флагом просто выдворили с арены. В России миллиард рублей растворился в виртуальном пространстве. По крайней мере, об этом утверждает заместитель председателя Центробанка Дмитрий Сабелкин. По его словам, россиян нагло ограбили хакеры. Якобы за прошлый год киберпреступники совершили более десятка успешных атак при помощи вируса Cobalt Strike и похитили из российских банков более миллиарда рублей. Фотовыставку, посвященную детям политзаключенных, открыли в Днепре к 4-й годовщине оккупации Крыма. Там же для жителей города представили и книгу про Мустафу Джемилева. Ее авторы Севгиль Мусаева и Алим Алиев уверяют, в книге речь идет не об одном человеке, а о всех крымских татарах.
про их борьбу и жизнь до и после оккупации Крыма. Идея написать книгу о лидере крымских татар возникла 2 года назад, вспоминает Севгиль Мусаева. Говорит, тогда еще не понимала, что из этого получится. Время от времени встречалась с главным героем будущего сборника. Вместе вспоминали о его жизни, шутили и смеялись. Сегодня книга «Мустафа Джемилев. Несгибаемый» разошлась тиражом 6000 экземпляров на русском и украинском языках. Получилась книга о вообще крымских татарах и о крымско-татарском народе, потому что слово «незламный» и слово «несгибаемый», да, вот, собственно, название книги, оно относится не только к лидеру, но и к народу. И в этой книге мы рассказываем судьбу крымских татар во время депортации, историю крымских татар 20 века, и в том числе описываем это через жизнь человека, который, наверное, сделал свой огромный вклад в то, что крымские татары смогли в свое время вернуться на свою историческую родину. Сам Джемилев книгу прочитал за ночь, и ему она пришлась по душе. Это книга о том, что, несмотря на какие-то испытания, если ты во что-то веришь, если у тебя есть какая-то цель в жизни, то ты обязательно этого добиваешься. Потому что очень сложно было представить в советское время, что крымские татары смогут вернуться, да, вот, в Крым. Но упорство, вера одного человека, она иногда может сворачивать горы. Что такое оккупация, как она повлияла на жизнь людей и, главное, как освободить Крым, об этом рассказывает Ильми Умеров. Бывший политзаключенный уверен, украинская власть должна как можно скорее принять соответствующие законы и изменить статус Крыма. Изменить статус Крыма, сделать его крымско-татарской национальной автономией. И тогда у Украины будет больше доводов говорить о том, что мы решаем проблему коренного крымско-татарского народа, и мировое сообщество должно к этому подключиться. Это надо доводить до такого состояния, логического состояния, когда Российской Федерации Крым будет как тот чемодан без ручки. Гостья мероприятия – мать Амины Акуевой. Она говорит, ее дочь всегда поддерживала освободительное движение и собственным примером показывала, как противостоять российской агрессии. Все, что связано с этой выставкой, которая здесь будет, это все связано с диктаторскими, агрессивными режимами, которые убивают свободу. Я счастлива, что последнюю свою программу «Героев Кавказа» она сделала на крымско-татарском телевидении АТР. В мероприятии приняли участие представители посольства Канады. Неизменные союзники Украины пообещали и в дальнейшем ее всячески поддерживать на международном уровне, а также использовать все возможные рычаги влияния, чтобы заставить Россию выполнять международное право. Поддерживание прав человека крымских татар является очень большим приоритетом для Канады. С самого начала аннексии, нелегальной аннексии Крыма Российской Федерации, Канада с самого начала имела очень ясную позицию, и эта позиция до сегодняшнего дня остается очень ясной. Мы осуждаем на 100% эту нелегальную аннексию. Мы будем использовать все инструменты в наших силах, чтобы требовать от Российской Федерации исполнения международного права. В рамках 4-й годовщины оккупации открылась выставка российского журналиста Антона Наумляка. Она посвящена детям и семей крымских политзаключенных. На сегодняшний день более 100 детей остались без отцовской опеки. Уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами. Динара Айдарова, Заман, АТР. Доброе дело под музыку. В Симферополе провели необычную благотворительную акцию «Караоке-вечер». Деньги собрали для тяжелобольной Гульсум Хайбулаевой из села Байтаныш, Первомайского Симферопольского района. 52-летней женщине поставили диагноз менингиома. Помочь ей вызвалась молодежь. Ребята с удовольствием пели крымско-татарские песни, зарубежные хиты и собрали 8000 рублей. Рад, что наш народ занимается таким, что мы собираемся в целях кому-то помочь, что наш народ старается друг другу помочь, что мы вместе, что вот народу не безразлично горе чужих людей. И хочется, чтобы молодежь чаще приходила на такого вида мероприятия, объединялась, пыталась помочь и общалась друг с другом. Выставка с очередным циклом работ известного крымского художника открылась в Симферополе. На суд зрителей своей работы представил Мустафа Муртазаев. Экспозицию назвал «Ксмет». С крымско-татарского это переводится как «судьба».
На этот раз на полотнах Муртазаева цветы. В них, считает автор, можно увидеть не только разнообразие цветов, а и чудо того, как устроена природа. Увидеть работы художника можно в арт-студии «Неправильный вкус». Выставка продлится несколько недель. В последнее время мне нравится писать цветы, они какие-то интересные, ты с ними разговариваешь как-то. Мне кажется, что они все время живут, просто что-то теряется, ходит, а потом вырастает какой-то там маленький лепесточек или еще что-то. Вот это вот интересно, как жизнь человека. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавилей Мухтаровой. Будьте сыты.